С 17 по 21 ноября в столице Чувашии при поддержке гранта Министерства культуры России в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдет 27-й международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова. Праздник порадует зрителей большим количеством иностранных гостей, которые приедут из Италии, Румынии, Греции, Канады, Казахстана, Беларуси и других стран Европы. Публику ожидает 5 постановок. Это опера Евгений Онегин, «Любовный напиток», а также «Риголетто». Партию Ленского в опере Евгений Онегин исполнит участник проекта «Большая опера» на телеканале «Культура» Юрий Городецкий. Завершит фестиваль большой гала-концерт. А изюминкой этого года станет арт-проект «Тенора 21 века». Так что каждый раз организаторы стараются удивить публику чем-то новым, ведь современный зритель год от года становится все более взыскательным. На фестивалях вроде нашего, которые проходят все-таки в городе, где, мы понимаем, нет миллиона человек, жителей, значит, мы должны постоянно чем-то удивлять, и одно и то же наименование, одна и та же концепция удивлять не будет. Поэтому понятно, что фестиваль от фестиваля она будет меняться. Где-то Верди, где-то тенора, где-то басы, где-то вообще идея, может, мы ее сможем осуществить, составить фестиваль из приглашенных дирижеров. И будут наши солисты, будут наши артисты, но дирижеры будут, скажем, те, кого уже остались единицы, но это они все являются законодателями в своей профессии, законодателями. За годы существования фестиваля чебоксарские зрители смогли прикоснуться к творчеству таких выдающихся композиторов, как Джузеппе Верди, Жорж Бизе и Модест Мусоргский. Встреча с музыкой оставила след в сердцах и ребят, и взрослых. Конечно, для того, чтобы воспринимать классику, слушатель должен быть определенным образом подготовлен, а само исполнение должно быть современным и актуальным. Для меня классическая музыка — это в первую очередь должно быть такое реалити-шоу, только классическое. Я, например, очень против того, чтобы музыка превращалась, театр превращался в какой-то пыльный музей, когда все это будет достаточно скучно, достаточно навязчиво. Я и от музыкантов в оркестре, и от артистов на сцене, от вокалистов, я требую, чтобы они сопереживали этой музыке, они понимают эти требования, они на них идут. И если есть эта правда в исполнении, то и зрителю, поверьте, не скучно. Желающие могут приобрести билеты как на одну постановку, так и абонемент на все 5 дней фестиваля. А в следующем году в Чувашии будут праздновать 125-летний юбилей со дня рождения нашего земляка, выдающегося певца Максима Михайлова. Возможно, изменится сама концепция фестиваля, ведь идей, как его провести, существует множество. Но в любом случае то, что это событие будет ярким и запоминающимся, сомнений не оставляет. Елена Яковлева, Илья Волков. Жизнь столицы.